Здравствуйте, друзья! Я Буляин Сиресь. Мы стараемся вести свои передачи на рязанском языке, но сегодня сделаем исключение, и вот почему. Мы получили письмо из Республики Мордовия, из Ардатовского района. Пишет нам человек, который увидел наши передачи на рязанском на ютубе и подумал, что мы можем ему помочь. Автор письма сетует на то, что он пытался опубликовать свою сказку в районной газете, потом в столице С. Ему не отказали, но и не ответили, скажем так. И мы почитали эту сказку, проверили в меру своих возможностей, но даже информация из открытых источников интернета позволяет сделать вывод, что то, что он говорит, это действительно так было. Дальше я просто читаю сказку, может быть, с какими-то комментариями. Сказка про одну из трех бед. Точка. Воруют. Видимо, автор имеет в виду три вечных российских беды. Это дураки, дороги и вот воруют. Далее. Все имена и события вымышлены. Совпадения случайны. В Мордовском царстве, в Ардатовском государстве живет себе добрый молодец Богоявленский Игорь Анатольевич. Ну, не очень добрый. Добрых в депутата райсовета не берут. А вот молодец он или нет, вы поймете, если дочитаете до конца. В нашем случае, если дослушаете до конца. В далеком 2006 году основал Игорь Анатольевич общество с ограниченной ответственностью Гермес. Был такой в древнегреческой мифологии бог торговли, счастливого случая, хитрости и воровства. Тот самый Гермес, который украл священных коров у Аполлона. Как тут не вспомнить капитана Врунгеля с его «как вы яхту назовете, так она и поплывет». Вот яхта и поплыла. Не спал, не ел господин Богоявленский, приходилось и бизнесом заниматься, и о народе думать, что само по себе непростое дело. Не давали человеку покоя. Что не выборы, то кланяется народ. Иди в совет депутатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия. Вот иди и все. Так случилось и в 2021 году. Лучшие кадры свои едимая Россия бросила в бой. Выполняя решение партии, задумал Игорь Анатольевич накормить всех досыта. Ну не всех, а хотя бы детей до 4 класса. А тут и случай представился. Совершенно случайно депутат райсовета подписал контракт сразу с двумя школами – Тургеневской и Чукальской ОМБУ. Как говорят умные люди, без конкурентных процедур. Святой человек. Бог помог ему просто. Заплакали от радости директора обеих школ. И Сергей Борисович Дубровин, и Татьяна Николаевна Логинкина. И учителя, и дети зарыдали от счастья. А как же иначе? По контракту обязался Гермес, не тот, который коров у Аполлона украл, а ООО, и меню разработать, и продукты заготовить, и сварить, и спечь, пожарить, и на стол подать. И убирать за собой пообещали, и ремонт необходимо сделать. И все это на самом высоком уровне, согласно действующему российскому законодательству. Как не плакать? Но, видимо, правду говорят, обещать – это еще не жениться. Продукты-то Игорь Анатольевич привозил. Но и все. Разгружали, мыли, чистили, готовили штатные повара и другие работники школ. И платили им из бюджетов школ, а не из тех денежек, которые член партии «Единая Россия» за исполнение контракта получал. И вроде все предусмотрел Игорь Анатольевич. Дети не сообразят. А учителя-директора, может, и поймут, но кто жаловаться будет? Как говорил еще один персонаж известный, кто же его посадит? Он же депутат районного совета. А если и пожалуются, то всегда можно договориться с однопартийцами в Саранске. Боярин Волк своих не бросал, а значит и боярин Сдун в беде не оставит. Дальше больше. Опечалились директора школ. Гермес имущество и площади от школ безвозмездно получил, а свою часть коммунальных расходов не оплачивал. Сотни тысяч рублей. Деньги для ардатовского государства немалые. И что бы вы думали? Нашелся кляузник. На святое руку поднял, написал жалобу. Что за дела, подумал, наверное, боярин Сдун. Без разрешения воруют.
И вскоре из Саранска выехала бригада инспекторов. Вернулись посланные, солоно хлебавши, и все подтвердили. Воруют, мол, барин, среди бела дня. Нахмурил сдун брови и рёк сурово. Разберемся. И разобрался. Вот попался господин Богоявленский, подумали, наверное, вы, и сильно ошиблись. Не попался. Видимо, как-то смог искупить свою вину. Ну, не может такой хороший человек, член партии «Единая Россия», быть виноватым. Это Гермес подвел его под монастырь. Мать его Майя. Но невиноватый Юрий Анатольевич сделал правильные выводы. Ну его этого Гермеса взял, да и зарегистрировал в марте 2023 года ИП Богоявленский Игорь Анатольевич. То есть я так понимаю, что события 2022 года описываются в сказке. И вот уже от себя лично заключил свежие контракты на 29 миллионов рублей. И со школой в Ордатове, и с Тургеневской школы. И еще с Ордатовским домом социального обслуживания на 19 миллионов рублей. Это уже не школа. Есть где разгуляться. Слава богу, что директором там трудится его друг. Тоже депутат районного совета и партайгенося по партии «Единая Россия». Тремаскин Василий Леонтьевич. Это точно не сдаст, думает, наверное, Игорь Анатольевич. Но кто его знает? Конец письма. Друзья, есть такая идея. Может быть, нам сделать такую отдельную передачу, я не знаю, раньше, помните, был прожектор перестройки, перестройки сейчас нет, но как-то освещать вот эти события, наверное, необходимо все-таки есть. Если средства массовой информации в Мордовии готовы писать только то, что нравится мордовской власти. Поэтому ждем от вас писем, пишите, адрес мы разместим, как всегда, под видео. Ждем ваших писем. До свидания.